Теперь поговорим о курсах валют. Согласно информации Центробанка, на сегодня курс доллара остановился на отметке в 73 рубля и 18 копеек. Евро стоит 81 рубль и 86 копеек. Выгоднее всех доллар в Якутске покупает Россельхозбанк за 71 рубль и 75 копеек, а продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 74 рубля и 5 копеек. Евро по всем позициям лидирует Россельхоз, покупает европейскую валюту сегодня за 80 рублей и 26 копеек, а продают за 82 рубля и 86 копеек. Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Соответствующий законопроект готовит Минтруд к внесению в Госдуму. Это даст возможность гражданам заблаговременно оценивать формирование своих накоплений и при необходимости предпринимать меры по их увеличению. Уведомления пенсионного фонда будут приходить пользователям госуслуг раз в 3 года. Сообщения будут содержать примерный размер пенсии, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. Там также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений. Уведомления начнут поступать россиянам в пилотном режиме с 1 июля 2021 года. Также россияне стали ответственнее относиться к потребительским кредитам. Доля долгов по ним снижается с каждым годом. К такому выводу финансовые эксперты пришли, взяв для сравнения статистику 2017-2018 годов. За последние 2 года самая высокая доля задолженности на покупку потребительских товаров наблюдалась как раз-таки в 3-м квартале 2017 года – 22% от всего числа кредитов. После этого периода показатель практически непрерывно снижался. В 3-м квартале 2018 он показал уже 20,5%. В январе 2019 доля просроченных платежей опустилась до 15,5%. Всемирная организация здравоохранения призвала отказываться от наличных из-за COVID-19. По мнению специалистов ВОЗ, бесконтактные платежи являются наиболее безопасным методом оплаты в условиях пандемии, поскольку вирус может оставаться некоторое время на банкнотах и картах. Оплачивая картой, нужно также соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Торговые сети сегодня должны представить в Минпромторг России данные о запасах социально значимых товаров. Напомню, что ранее в СМИ начали появляться фотографии из российских сетевых магазинов, на полках которых меньше круп, чем обычно. Сообщается, что россияне скупают крупы, макароны, консервы, а также средства гигиены на фоне сообщения о распространении в мире коронавируса. По данным ТАСС, торговые сети на фоне ситуации с COVID-19 заранее начали создавать товарный запас, тем самым увеличивая заказы у поставщиков. В России готовятся к народному голосованию по поправке к главному документу страны – Конституции. Что ждет граждан в случае, если она будет одобрена? О главных изменениях расскажет моя коллега Юлия Великодная. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации гласит о так называемом обнулении президентских сроков. Согласно тексту, из ограничения по срокам исключается лицо, занимавшее или занимающее должность президента Российской Федерации на момент вступления поправки в силу, вне зависимости от того, сколько сроков этот человек занимал свою должность к этому моменту. В документе останется ограничение занимать должность президента 2 срока, из статьи исчезло слово «подряд». А поправка, которая касается их изъятия, относится к конкретной ситуации и является переходной мерой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по градостроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. Также предлагается закрепить требования о постоянном проживании кандидатов в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором пожизненно.
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Кроме того, в Российской Федерации предлагается формировать систему пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживать ее эффективное функционирование, а также индексировать пенсии не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом. Также в соответствии с федеральным законом хотят закрепить гарантированное обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных выплат. Новым стал пункт, который упоминает Бога в Конституции. Цитирую: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Вместе с этим в Конституции появились обещания воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим, обозначение брака как союза между мужчиной и женщиной, а также выражение традиционные семейные ценности, за которые будет отвечать правительство. Несмотря на то, что в документе сказано, что русский язык является государственным на всей территории страны, предлагается закрепить измененную формулировку. А именно добавить, что русский язык выступает как государствообразующий народ, входящий в многонациональный союз равноправных народов России. И в завершение отмечу, что в соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом. Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля. Согласно законопроекту, этот день будет объявлен выходным по всей стране. Возвращаемся к обсуждению экономической повестки. Правительство России подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса. Более подробная информация у Нургуяны Ивановой в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, о чем говорится в этом самом плане? Василий, я тебя приветствую. План предусматривает создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей, а также налоговые льготы для бизнеса и каникулы для бизнеса и оплачиваемые больничные людям на карантине. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минстрой Якутии переселит 6900 человек по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 год. Ведомство заключило контракты по приобретению 22,5% жилых помещений. Отметим, что строительство жилья в регионах ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Якутии до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда, а это самый большой показатель в стране. На сегодняшний день заключено 85 контрактов почти на 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них по приобретению у застройщика общая сумма контрактов составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей площадью 25 700 квадратных метров. По приобретению на вторичном рынке свыше 48,5 миллионов рублей площадью 808 квадратных метров. Ростех не рассматривает создание авиакомпании для Дальнего Востока на базе «Авроры». В корпорации отметили, что такой сценарий является нецелесообразным. Напомним, что авиакомпания, которую планируется создать для перевозок на Дальнем Востоке, получит около 20 самолетов Сухой Суперджет-100. Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании на базе дочки Аэрофлота «Авроры» или авиакомпании Якутии. Не исключалось и создание абсолютно нового перевозчика, однако оно будет дороже. Тем временем авиакомпания «Якутия» после закрытия нескольких международных маршрутов из-за ограничения авиасообщения на фоне коронавируса планирует максимально переориентировать высвободившиеся самолеты на внутренний рынок. «Якутия» также использует паузу в международных полетах для того, чтобы провести тяжелые формы ремонта самолетов, так называемые Си-чек. Они выполняются примерно раз в 1,5-2 года и занимают примерно 2 недели. Отметим, что у авиаперевозчика были регулярные чартерные рейсы в КНР и Республику Корея.
Мечел заключил договор о предоставлении денежного займа с Коршуновским ГОКом на сумму 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Размер сделки составляет 7,17% от стоимости активов Коршуновского ГОКа. Согласно условиям договора, Мечел должен вернуть денежные средства с начисленными процентами в срок до 31 мая 2023 года. Размер процентной ставки не уточняется. Как следует из сообщения компании, денежные средства привлекаются для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности. Напомним, в ноябре 2019 года Мечел заключил договор займа на 4 миллиарда рублей с другой дочерней компанией – Челябинским металлургическим комбинатом. Более 30 социальных объектов построили на средства Алроса в 17 районах Якутии. Финансирование строительства новых зданий, больниц, школ, жилых домов, спортзалов, центров культуры – одно из направлений социальной политики алмазодобывающей компании. Все объекты отвечают современным стандартам качества. Ежегодно компания вкладывает на реализацию социальных проектов в Якутии до 10 миллиардов рублей. Строительство объекта финансируется через целевой фонд будущих поколений. На данный момент Алроса финансирует строительство многофункционального культурно-досугового комплекса в селе Майя Мегино-Кангаласского района и поликлиники на 30 коек в поселке Батагай Верхоянского района. Совет директоров алмазодобывающей компании «Алроса» переизбрал Сергея Иванова на пост генерального директора, председателя правления компании на 5 лет. Напомним, Сергей Иванов возглавил «Алросу» в марте 2017 года. Срок действия его контракта составлял 3 года. «Алроса» входит в тройку крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Она ведет добычу на территории Якутии, Архангельской области, а также в Анголе. Первые итоги мероприятий в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» подведут в Якутске 17 и 18 марта. В рамках мероприятия запланированы пленарная дискуссия, кадры для цифровой экономики, секция по рассмотрению возможностей участия субъектов в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» в 2020 году, работа в группах. Отметим, что в прошлом году Якутия стала одним из 5 пилотных регионов по апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов на развитие компетенций цифровой экономики. Жители региона получили 1000 персональных цифровых сертификатов на бесплатное обучение по 22 направлениям цифровой экономики. Амгинский район получит субсидии из Дорожного фонда республики на строительство мостов через реки Тиргелях и Чоллой. Взамен аварийных деревянных мостовых переходов будут установлены новые металлические мостовые переходы с устройством подъездных путей к ним. Работы по строительству новых мостов планируется завершить до начала паводкового периода этого года для обеспечения бесперебойного движения по автодороге Амга-Аннес. Общая стоимость строительства 2 мостов составит 22 миллиона 600 тысяч рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, на этом у меня все. Передаю тебе слово. Да, Нюргуяна, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что об экономической ситуации в стране рассказала моя коллега Нюргуяна Иванова. Ну, а мы двигаемся далее. В Якутии начинаются работы по обеспечению безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ автозимников. Так, с 26 марта начнутся поэтапные работы по снижению грузоподъемности. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Сарглана Неустроева. Сарглана, здравствуй. Ждем подробностей. Сарглана, тебе слова. Василий, здравствуйте. Сейчас я нахожусь на ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Здесь, а также на переправе Хандыга-Мегино-Алдан. С 26 марта будет запрещен проезд автомобилей с общей массой свыше 30 тонн. По тем же показателям с 1 апреля будет запрещен проезд через реку Вилюй на переправах. 30 тонн – это максимальная допустимая грузоподъемность. Далее, с первых чисел апреля допустимая норма будет только снижаться вплоть до 10 тонн. Уже сейчас сотрудниками МЧС проводятся профилактические работы, однако до сих пор стоит проблема с несанкционированными переправами, где данные меры предосторожности не действуют. Подробнее об этом нам сообщил сотрудник МЧС. На сегодняшний день уже составлено 165 административных дел. Размеры штрафа
за несанкционированный выезд на лед предусматривается, согласно статьи 9.10 КАП Республики Саха-Якутия, на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А как еще будут проходить работы по вот этим несанкционированным переправам? Как их будут проверять? Работы по несанкционированным переправам будут продолжены согласно совместных графиков во взаимодействии административных комиссий муниципальных образований ГИБДД и МЧС ГИМС. А на сегодняшний день сколько таких переправ обнаружено? На сегодняшний день обнаружено 39 несанкционированных выездов. По всем ведется работа. Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от состояния ледовых покровов и погодных условий. Ну а подробности можно узнать на сайте Упрдора Вилюй. У меня на этом все. Василий. Да, Сарглана, спасибо за информацию. Ну а мы переходим к зарубежной повестке. Мировые новости в эфире. Вслед за Италией из-за коронавируса на карантин закрылись Испания и Франция. Власти Чехии говорят, что также готовы пойти на крайние меры. Подробнее расскажет Артем Сторонов. Франция и Испания вслед за Италией приняли ряд чрезвычайных мер для борьбы с распространением коронавируса в Европе. В субботу французские власти сообщили, что закрывают большинство магазинов, кафе, ресторанов и развлекательных учреждений, начиная с полуночи воскресенья. В правительстве заявили, что были вынуждены пойти на такие меры, поскольку слишком много людей продолжали выходить на улицу и не соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. В стране сейчас насчитывается около 4,5 тысяч заболевших, более 90 человек умерли. Между тем, власти Испании, второй в Европе после Италии по числу погибших от коронавируса, ввели 15-дневный карантин. По всей стране действуют ограничения на передвижение. На улицу разрешено выходить только по работе для покупки еды или лекарств. В Испании сейчас зафиксировано свыше 6200 случаев заражения, почти 200 человек погибли. Инфекцию уже обнаружили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонии. У самого главы Кабмина пока что не появилось никаких симптомов заболевания. Между тем, власти США в субботу сообщили, что расширяют запрет на полеты из Европы на Великобританию и Ирландию. Дональд Трамп, в последние недели контактировавший с людьми, у которых был обнаружен коронавирус, сдал тест на инфекцию. По его словам, результат был отрицательный. Русская православная церковь не планирует закрывать храмы и отменять службы из-за распространения коронавируса. Тем временем сотни людей приходят в церкви, чтобы приложиться к святым мощам. В верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора в Хабаровске в субботу выставили привезенную с греческого острова Корфу христианскую реликвию – сапожок с чудотворных мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Сотни людей пришли в церковь, чтобы поклониться святыне. Такая же ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге. Туда привезли частицу мощей Иоанна Крестителя. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, прихожане друг за другом прикладываются к святыне, а также получают помазание одной и той же кистью. В Русской Православной Церкви заявили, что не видят в этом ничего страшного. РПЦ пока не планирует закрывать храмы и отменять службы, но обещала прислушиваться к городским властям и медицинским работникам. Мы учли все рекомендации Священного Синода, сейчас разослан везде циркуляр по всей церкви, о том, чтобы меры предосторожности были соблюдаемы. То есть мы специально растворы приобрели, мы будем протирать ковчег сапожком, тряпочками с растворами, киоты также. Такие рекомендации. С одноразовых стаканчиков у нас запивка после причастия. Правда, само причастие по-прежнему будет происходить из одной ложки. Митрополит Волоколамский Иларион считает, что это не опасно. Как быть с причастием из одной ложки? Причастие святых христовых тайн – это святыня, оказывающая исцеляющее воздействие на душу и тело человека. Сам Бог присутствует в святых дарах и защищает того, кто их причащается.
Однако в тех странах, где вирус получит широкое распространение, возможно соблюдение особых правил гигиены. Прихожане говорят, что не боятся заразиться коронавирусом. Не страшно. Ну что вы по этому поводу думаете? Про коронавирус? Да, и вот это место, в котором собирается много-много людей. Когда и Господь, тогда не страшно. Из-за коронавирусной инфекции уже закрыты все католические церкви в Риме, храм Рождества Христова в Вифлееме и мечети в Таджикистане. В России подтверждены 63 случая заражения. Из-за пандемии COVID-19 улицы многих европейских городов стали гораздо безлюднее, чем обычно. Ну а в китайском городе Ухань, ставшем эпицентром вспышки нового коронавируса, жизнь постепенно возвращается в свое русло. Пик эпидемии там уже миновал. А вот Италия больше других европейских стран пострадала от распространения коронавируса. К воскресенью число зараженных COVID-19 достигло 21 тысячи, свыше 1400 человек скончались. Вся страна находится на карантине. Закрыты общественные места и мировые достопримечательности. На площади Святого Петра в Ватикане, к примеру, безлюдно. Папа отменил еженедельные проповеди. Переходим к другим темам. Палеонтологи из Китая и США открыли самого маленького динозавра из всех известных современной науки. Голова существа, имеющая черты птицы и ящера, идеально сохранилась в капле янтаря. Длина черепа менее 1,5 сантиметров. Возраст окаменелости 99 миллионов лет. Об уникальной находке Сергей Берец. Когда речь заходит о динозаврах, воображение рисует многотонных гигантов. Некоторые доисторические ящеры, как утверждают палеонтологи, развились в птиц. Жившее около 100 миллионов лет назад на севере современной Мьянмы крошечное существо, останки которого сохранились в капле янтаря, сочетает в себе черты тех и других. Ученые дали ему название акулудентавис кхаунграе или зубоглазая птица. Как рассказывает Дзинмай О'Коннор из Пекинского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, это открытие стало для нее потрясением. У нее есть морфологические признаки, как у современных птиц. Другие черты присущи не птичьим динозаврам. Такое странное сочетание с трудом позволяет понять ее степень родства с птицами. Но я обожаю научные загадки. Возможно, мы на пороге открытия неизвестной прежде экологической ниши. Длина черепа окаменелости вместе с клювом чуть больше 14 миллиметров. Тело не сохранилось, но, вероятно, его общий размер не превышал 5 сантиметров при весе около 30 граммов. Самая маленькая из ныне живущих птиц, колибри-пчелка, крупнее. Наиболее удивительная особенность – зубы. Их в клюве более 100. Ряды зубов доходят до глаз. Это крайне необычно для птиц, как и само количество. Кроме того, в янтаре сохранились мягкие ткани. Перед нами своего рода мумия. О'Коннор и ее коллеги реконструировали внешний вид существа из мезозойской эры. Они пришли к выводу, что птичка-ящер, несмотря на крошечные размеры, была хищницей и питалась мелкими насекомыми. Результаты исследований опубликованы 11 марта в журнале Nature. А в Турции 10-летний мальчик спас щенка, провалившегося в нефтяную скважину. Все подробности спасательной операции у Елены Островской. Спецоперация по спасению щенка прошла в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Малыш провалился в нефтяную скважину, где ему грозила неминуемая гибель. На помощь пришел 10-летний мальчик. Энес Тайлан отважился спуститься в колодец. Взрослые держали его за ноги, пока он пытался ухватить перепуганного пса. Опасная ситуация разрешилась благополучно. Энес достал щенка, покрытого нефтью. Мальчик рассказал, как все это произошло. Мы проходили мимо и услышали шум. Посмотрели в щель и увидели щенка. Мы вызвали спасателей. Они приехали и сдвинули люк. Они взяли меня за ноги и спустили вниз. А потом я купал щенка в пруду. Тщательно отмытого щенка разместили у местных жителей. После того, как его хорошенько накормили, он стал гораздо бодрее.
Возвращаемся к теме COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом нового типа за пределами Китая превысило число случаев инфицирования в самой стране. Об этом свидетельствуют сводные данные информагентства ТАСС. Сейчас наличие инфекции подтверждено в 120 странах. В Китае зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения, а за его пределами более 81 тысячи. При этом условный показатель смертности в Китае выше, чем в остальном мире. Там умерли почти 4% заболевших. За последние сутки в России зарегистрировано 4 новых случая заболевания. 3 в Московской области и 1 в Тюменской области. Установлено, что россияне посещали страны Европы, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние 2 недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование. Российские авиакомпании, начиная с сегодня, приостанавливают полеты во все страны Европейского Союза. Перелеты могут выполняться только в столице этих государств из терминала F Шереметьево. Более того, Аэрофлот принял решение полностью закрывать полеты даже в часть европейских столиц. Тем не менее, перевозчик продолжит выполнение рейсов в 21 европейский город. Авиакомпания Seven сообщила, что закроет рейсы из России в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр. Кроме авиационных перевозок, также активно сокращается международное железнодорожное сообщение. На данный момент временно ограничено сообщение с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей и Монголией. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам организовать обучение студентов дистанционно. Такую меру предлагают ввести для профилактики коронавируса, начиная с сегодняшнего дня. В сообщении уточняется, что руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Помимо этого, вузам поручено сохранить образовательные программы в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану или в режиме онлайн. Также, как стало известно, Северо-Восточный федеральный университет переходит на дистанционное обучение студентов. Такое решение принято в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом заявил на встрече с руководителями всех министерств и ведомств республики глава региона Эсен Николаев. Наш корреспондент Ульяна Шагина сейчас на прямой связи и готова рассказать о мерах более подробно. Ульяна, тебе слово. Добрый день. Да, действительно, один из крупных вузов республики, Северо-Восточный федеральный университет, с сегодняшнего дня переходит на дистанционное обучение студентов. Предварительно карантин продлится пока что до конца марта. В университете отменены все культурно-массовые мероприятия. Более значимые из них также будут проводиться только в онлайн-режиме. Особое внимание, конечно же, будет уделяться иностранным студентам, которые сейчас находятся в странах Евросоюза. По прибытию в Якутию они будут все помещены в карантинную зону. Помимо этого, до конца дня такое же решение об переводе студентов на дистанционное обучение примут Якутская сельскохозяйственная академия, Чурапчинский институт, а также Институт культуры и искусства. По школьникам пока что ничего не известно. Пока что школьники будут обучаться в обычном режиме до изменения ситуации. Напомню, такие меры сегодняшнего дня приняло Министерство науки Российской Федерации, то есть именно Министерство науки Российской Федерации приняло решение, чтобы все региональные вузы перешли на дистанционное обучение. Также в Министерстве организован штаб по предупреждению инфекции. Между тем, перейдут ли школьники, как я уже сказала, пока что неизвестно. Напомню, что пока коронавирусная инфекция в республике не зарегистрирована, все эти меры предпринимаются для предупреждения завоза инфекции. Ну и какие меры еще будут приняты, какие меры еще приняты в республике, нам по выходу из совещания рассказала вице-премьер республики Ольга Балабкина. Давайте послушаем, что она сказала. Принято решение о том, что все массовые мероприятия свыше 200 человек, они на территории республики будут перенесены на неопределенный срок. Часть мероприятий будет изменен формат проведения мероприятий, который бы позволил непосредственно обеспечить безопасное
нахождения граждан в республике и, прежде всего, санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан. Одним из вопросов, который сегодня встает и волнует граждан, это, естественно, маски. На настоящий момент совместно с Министерством предпринимательства, Министерством здравоохранения будут приняты ряд решений, по которому, соответственно, в республике начнем изготовление масок, исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что Министерство здравоохранения Республики проводит работу непосредственно с поставщиками для того, чтобы непосредственно маски были в том числе у всех граждан. Все медицинские учреждения Республики оснащены масками. Необходимо обратить внимание, что сейчас будут для граждан республики, тех, которые посещают больницы, будут определенного рода неудобства, потому что для того, чтобы непосредственно у нас были соответствующие медицинские организации для принятия больных, то нами будет освобождено ряд медицинских учреждений. Так непосредственно у нас пульмонологический диспансер, который находится в Якутской городской клинической больнице, он будет освобожден под стационар с больными с пневмонией. Хочу обратить ваше внимание на то, что именно эта категория больных является рисковыми больными, относительно которых будет, соответственно, дополнительно проводиться анализ на коронавирус. Все остальные отделения, которые в Якутской городской клинической больнице находились, соответственно, они будут переведены в другие больницы, о маршрутизации мы будем регулярно сообщать. Между тем, глава республики порекомендовал в целях безопасности отменить все выезды за пределы республики. Особенно это касается, конечно же, школьников и дошкольников. Напомню, Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную инфекцию пандемии еще на прошлой неделе, в связи с чем в регионах, в том числе и в республике, усилены меры дезинфекционного характера. В первую очередь это касается, конечно же, общественных мест, транспортных служб, ну и, в общем, больших организаций, в том числе и, конечно же, это не только гигиена, но и проветривание помещений. Личная гигиена, конечно же, будет соблюдаться и на предприятиях. Помимо масок здесь должен быть организован усиленный дезинфекционный режим. Кроме этого, в организациях теперь будут контролировать и температуру сотрудников. Также напомню, что при Минздраве Республики работает горячая линия по номеру 8 800 114 03. Позвонив туда, любой прибывший из-за рубежа может оставить свои контакты, свои данные, чтобы далее потом их перевести на медицинское наблюдение. Но если говорить об общих цифрах, по последним данным, в мире зарегистрировано уже более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом. Инфекция распространилась в более чем 130 стран мира, 75 случаев из них это исцеление и 6 тысяч, к сожалению, это летальные исходы. В Европе первое место, конечно же, занимает по коронавирусу это Италия. Там зарегистрировано более 21 тысячи инфекций. У меня такая информация на сегодняшний день, на этот час. Передаю слово вам, коллеги. Да, Ульяна, спасибо за информацию. А мы переходим к обзору чрезвычайных происшествий. Мошенники продолжают обманывать якутян. Около 100 тысяч рублей лишилась жительница Якутска после разговора с якобы сотрудником банка. Ей позвонила девушка и представилась сотрудником. Она сообщила пострадавшей о том, что мошенники пытались списать с ее карты 36 тысяч рублей. И чтобы прервать операцию, ей необходимо назвать данные карты и коды из СМС. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юрий, как мошенникам удается с помощью этих данных украсть деньги? Да, Василий, следуя инструкциям незнакомки, женщина передала ей конфиденциальные данные своей карты. Через какое-то время она проверила свой счет и обнаружила пропажу денег. Она обратилась в банк, где ей сообщили, что, скорее всего, мошенники воспользовались ее личным кабинетом. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Пенсионерка из Нернгри стала жертвой мошенников. Ей позвонили с московского
номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и сообщила, что с ее карты кто-то похитил 8 тысяч рублей. Она попросила назвать данные банковской карты, чтобы предотвратить хищение денег. При этом уже сотрудница полностью назвала анкетные данные заявительницы. Потерпевшая сначала не поверила звонившей и сбросила вызов, но мошенники оказались настойчивыми. Они начали перезванивать ей с разных номеров и убеждать пенсионерку в том, что с ее банковского счета действительно происходит хищение. В итоге женщина поверила звонившим и по просьбе лжесотрудников банка назвала коды из СМС-сообщений. Заметив, что в это время с ее счета начали происходить списания, потерпевшая спросила лжеспециалиста об этом, на что ей ответили, что деньги переводятся в специальную ячейку банка, чтобы обезопасить их от действий мошенников. Также женщину заверили, что впоследствии вся сумма будет ей возвращена. Таким образом, со счета потерпевшей было списано более 120 тысяч рублей. В Якутии возбуждены уголовные дела в отношении конкурсного управляющего и его пособника, экс-директора организации банкрота. Они обвиняются в незаконном отчуждении и выводе имущества на сумму около 42 миллиона рублей. Уголовные дела возбудили сразу по нескольким статьям: злоупотребление полномочиями в отношении конкурсного управляющего, а также пособничество в злоупотреблении полномочиями в отношении экс-директора организации банкрота. Все началось с того, что арбитражный суд республики открыл конкурсное производство по ликвидации имущества акционерного общества, признанного несостоятельным из-за кредиторских задолженностей на общую сумму свыше 380 миллионов рублей. Обязанности конкурсного управляющего по процедуре ликвидации организации банкрота для погашения образовавшегося долга были возложены на подозреваемого. Однако он сговорился с ее бывшим директором и не включил в конкурсную массу часть ликвидируемого имущества. Это 3 портальных крана, береговой Дерек-кран и 2 барж-площадки. Все это было продано по заниженной стоимости третьему лицу, которое фактически представляло интересы бывшего директора организации банкрота. Перейдем к происшествиям в других регионах. В Москве полицейские пресекли незаконную попытку продажи камчатского краба. По сообщению МВД России, предположительно, краб был незаконно добыт в акватории Баренцева моря. Подробности далее. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно незаконно добытого в акватории Баренцева моря. Сотрудники московской полиции установили, что злоумышленники перевозят товар на автомобиле Hyundai Porter красного цвета и планируют реализовать его на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Данное транспортное средство было обнаружено нашими сотрудниками в промзоне рядом с Калужским шоссе. В кузове машины находилось свыше 2,5 тонн замороженной продукции стоимостью около 5 миллионов рублей. Обязательная маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации, отсутствовала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изъятая продукция передана на ответственное хранение. Перейдем к происшествиям в мире. Туристы из Италии и Канады, похищенные в Буркина-Фасо в декабре 2018 года, в пятницу были освобождены миротворцами в Мали. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Гражданка Канады Эдит Бле и итальянец Лука Таккетта, похищенные 15 месяцев назад в Буркина-Фасо, освобождены. По словам врачей, они здоровы и прекрасно себя чувствуют. Бле и Таккетта, путешествовавшие по западноафриканской стране, исчезли в декабре 2018 года. В минувшую пятницу их обнаружили миротворцы возле города Кидаль на северо-востоке Мали. До сих пор неизвестно, кто стоит за похищением пары, где они находились последние 15 месяцев и был ли заплачен за них выкуп. После освобождения туристов приняли министр иностранных дел и президент Мали. Для нас большой радостью стало то, что освобождение 2 гражданских, похищенных в Буркина-Фасо, но удерживавшихся в Мали, прошло в нынешних обстоятельствах безо всяких переговоров. Это хорошее событие и добрый знак. В прошлом похищением туристов с Запада в регионе регулярно занимались связанные с Аль-Каидой джихадистские группировки. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юрий, благодарим за информацию. А я напомню нашим телезрителям, что обзор чрезвычайных происшествий для нас провел Юрий Осипов. Ну а мы переходим к обсуждению событий в спорте.
Союз европейских футбольных ассоциаций может перенести чемпионат Европы 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, известны ли даты переноса турнира? Василий, здравствуй. С датами УЕФА определится сегодня по итогам видеоконференции, в которой примут участие представители всех 55 футбольных ассоциаций. По сообщению ряда СМИ, УЕФА имеет два варианта переноса турнира. Это же на зиму 2020 года или же на лето 2021. В эфире новости спорта. Здравствуйте. УЕФА предложит европейским футбольным ассоциациям перенести чемпионат Европы 2020 года в связи с распространением коронавируса. Обсуждение данного вопроса пройдет сегодня в рамках видеоконференции, участие в которой примут представители всех 55 ассоциаций, входящих в состав организации. Сообщается, что УЕФА рассматривает возможность переноса турнира на зимний период времени 2020 года, либо же на лето 2021. Напомню, чемпионат Европы по плану должен был пройти в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля этого года. Из российских городов матчи турнира примет Санкт-Петербург. Там пройдут 3 игры групповой стадии и 1 четвертьфинальная встреча. Футболисты московского «Локомотива» выиграли у Ростова в гостевом матче 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе железнодорожников результативные удары нанесли Рифат Джамаледдинов и Гжегош Крыховьяк. Также мяч в свои ворота отправил вратарь хозяев поля Сергей Письяков. Единственный гол ростовчан забил Ивелин Попов. Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата. На счету команды 41 очко. Ростов идет на 4-й позиции, имея в активе 38 пунктов. В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет с Оренбургом, а Ростов на выезде встретится с Сочи. Коллекцию предметов, связанных со звездой баскетбола Коби Брайантом, погибшим в январе при крушении вертолета, продадут с аукциона в конце апреля. Подробнее в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Десятки вещей, связанных с погибшим в январе баскетболистом Коби Брайантом, будут проданы с аукциона в следующем месяце. Все предметы были предоставлены частным коллекционерам из штата Кентукки. Один из главных лотов – спортивная форма команды Лос-Анджелес Лейкерс, в которую Коби был одет во время финальной игры НБА 1999-2000 годов. За нее организаторы надеются выручить 10-20 тысяч долларов. Игровые кроссовки Коби Брайанта с его автографом, а также баскетбольный мяч, на котором расписались все участники команды Лос-Анджелес Лейкерс 2009-2010 годов, как ожидается, будут проданы как минимум за 4000 долларов каждый. Особый лот – отпечатки ладоней звезды баскетбола, оставленные им в бетоне. За них надеются выручить 4-6 тысяч долларов, рассказывает представитель аукционного дома Julian's Beverly Hills Мартин Нолан. Он был первой звездой спорта, оставившей отпечатки на аллее звезд, где обычно места зарезервированы для голливудских актеров. Коби Брайанту была оказана эта честь 19 февраля 2011 года, в дождливый день, как сегодня. Церемонию перенесли в помещение, вел ее Джимми Киммел, а это пробные отпечатки, которые сделали перед тем, как повторить процесс при публике. Коби Брайант умер 26 января 2020 года в результате крушения частного вертолета в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джианна. Аукцион назначен на 30 апреля. Волейболисты мужской сборной Намского Улуса стали победителями чемпионата республики среди команд первой лиги. Соревнования прошли в Намском Улусе. В финале турнира хозяева соревнований выиграли у команды Ленского района со счетом 3-2. Отмечу, что намские спортсмены одержали победу, уступив в первых двух партиях. Бронзовыми призерами стали игроки сборной Якутска, которые в малом финале со счетом 3-2 победили соперников из Амгинского Улуса. Среди женских команд победу праздновали амгинские волейболистки, переигравшие в борьбе за золото команду Мирнинского района со счетом 3-1. Обладательницами бронзовых наград стали представительницы Усть-Алданского Улуса, победившие в бронзовом финале команду «Дети Азии» со счетом 3-0. В эти выходные параллельно с волейболистами медали чемпионата республики среди команд первой лиги разыграли представители мини-футбола. Турнир прошел в Якутске под сводами Дворца спорта 50 лет победы. Триумфатором чемпионата стала команда Ленского района, переигравшая в финале сборную Северо-Восточного федерального университета. Встреча завершилась со счетом 4-1. На третью ступень пьедестала взошла команда Мирнинского района. В бронзовом финале представители Алмазного края одержали победу над футболистами Мегино-Кангаласского Улуса со счетом 5-3. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово.
Обзор спортивных событий провел мой коллега Власий Сергеев. Ну а мы переходим к обсуждению среднесуточной погоды в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 3 градуса. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду и облачно. На термометрах Ленска плюс 1 градус. Также облачно, правда ветер усилился, теперь 5 метров в секунду. Схожая ситуация и в Мирном. 0 градусов, ветер также усилился до 5 метров в секунду, облачно. В Нерюнгри минус 8 по Цельсию и переменная облачность, безветренно. В Якутске тоже распогодилось, минус 15 градусов на термометрах, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба и установилась переменная облачность. И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.